Уже совсем скоро, 17 марта, мы отметим 250 лет со дня единения Ингушетии и России. Первые данные о добровольном вхождении Ингушетии в состав великого государства появились еще в 1564 году. За это время произошли разные исторические события. О них бережно хранит память для народа Государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Репортаж Даны Плиевой. Стоит лишь войти в музей, как на глаза попадается эта картина. Большое красочное полотно отражает значимое событие в истории нашего народа. 17 марта 1770 года на склоне Согласия вблизи селения Ингуш подписали присягу на верность России. С тех пор, как наш регион добровольно вошел в состав великой державы, минуло 2,5 века. Но дружественные отношения и сотрудничество с российским государством у нашего народа происходили намного раньше. Вхождение Ингушетии в состав России отражается во многих архивных документах, во многих изданиях российского государства, советского государства в прошлом. И, можно сказать, мы, когда определяли дату 17 марта 1770 года в городском доме культуры, считать датой объединения Ингушетии в состав России, это была дата завершения вхождения всей Ингушетии в состав России. Как отмечает Магомед Сагов, первые данные о добровольном вхождении Ингушетии в состав России идут еще с 1564 года. В том же XVI веке между Древней Русью и ингушским народом создавались соглашения о создании русско-ингушских содружеств. А ведь тогда же напирала на южные рубежи нашей страны, нашей России, шахский Иран, Султанская империя, Османская империя, турецкая. Поэтому против этих захватчиков и создавались эти военные содружества русско-ингушские, и которые подтвердили свою преданность многочисленными фактами. Ведь ингуши воевали под русским штандартом, это известно в истории. Ну а если уйти чуть дальше XVI века и заглянуть в XIV, этот отдельный стенд в музее посвящен русскому князю Михаилу Тверскому. В наше время великий князь сумел объединить жителей Ингушетии и Тверской области. В 1317 году у деревни Бартеново он разгромил огромное ордынское войско, а затем спустя год принял мученическую смерть, не желая подставлять своих подданных. И случилось это с большой долей вероятности в Очелуках. Это событие, которому уже 700 лет, это дает нам право говорить, что у нас русско-ингушские отношения уже более 700 лет. Даже наш великий ученый Дашлуков Мальсагов, рассказывая в книге о слове полку Игореве, говорит, что еще ингушские русские отношения происходят еще вглубь древности. Русско-турецкая, японская, Первая мировая, Великая Отечественная. Нет ни одного сражения, где не принимали бы участие славные сыны нашего народа. Стоит лишь вспомнить Кавказскую конную туземную дивизию, куда входил ингушский полк. Воинское соединение стало одним из самых выдающихся и уникальных подразделений российской императорской армии. За всю Первую мировую войну в истории дикой дивизии не было ни одного случая даже единоличного дезертирства. Пушки мы отбили, зарадом от души, вся Россия, знаю, джигит ингуши. Через 27 лет уже во время Великой Отечественной ингуши вновь доказали свою верность России. Музей краеведения каждый день пополняется и новыми защитниками ВОВ, защищавших рубежи страны. Сегодня Ингушетия – динамично развивающийся край. В республике активно идет строительство социальных объектов, появляются детские сады, школы, больницы, развивается туризм. Наши предки оставили нам самое главное – большую семью, имена героев, государственность, гимн, флаг и родную республику. Ну а сохранить клятву, данную 250 лет назад, они завещали всем будущим поколениям ингушей. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.